На мой взгляд, довольно добротный футбол для второго тура. Этому, конечно, способствовало довольно неплохое поле. К сожалению, сильный ветер немножко испортил приятное впечатление от стадиона, от поля, антуража. Поэтому где-то так получилось, что больше атак было по ветру. В первом тайме у нас, во втором тайме у хозяев. Считаю, что мы ни в чем не уступали, однако где-то удачный рикошетик нашей штрафной решил как бы судьбу всего матча. После пропущенного гола уже было пришлось большими силами идти вперед. Вот, и в принципе мы даже где-то могли и забить гол, вот, но пропустили еще одну контратаку. И, к сожалению, тут уже атаковали скорее по инерции, потому что соперник довольно успешно оборонялся, и уже как таяло время, было понятно, что 2 гола мы все-таки забить не сможем. Хотя очень хотелось хотя бы забить 1. И, в общем-то, к своим футболистам у меня никаких претензий, они очень старались, стремились и в обороне, и в атаке бежали к чужим воротам. Но, видимо, сегодня не наш день. Ну, радует, что команда сзади сыграла на 0. Нам предоставил очень квалифицированный соперник, который обладает хорошей линией атаки. Вот, поэтому не дали много вольности в своих ворот. И, в принципе, я согласен с коллегой, что 2 тайма команда имела преимущество та, которая играет по ветру. Нам где-то больше повезло, но повторюсь, что мы какие-то моменты создавали. И игрой вообще двух команд, она была достаточно интересной игрой своей команды. Я, в принципе, доволен новичками. И, в общем-то, все сработали достаточно целостно. Может быть, немного выпало из игры чуть-чуть. Латвийские еще. А так, в целом, сработали с хорошим, повторяюсь, с хорошим соперником, сыграли хорошо. Сергей Михайлович на сегодняшний день в составе отсутствует Олег Арамушка. Какая причина отсутствия? У него небольшая травма, поэтому он работает последние 2 дня по индивидуальной программе. Я надеюсь, он скоро выздоровеет, может быть, даже уже к этому следующему туру будет обстроен. Игорь Николаевич, сегодня за матч дома забили 2 гола. В предыдущем сезоне 2-го гола там пришлось ждать чуть ли не полсезона. Это пока еще стечение обстоятельств, или уже можно говорить о каком-то переломе домашних матчей? Ну, наверное, рано еще о чем-то говорить. У нас в прошлом сезоне линия атаки как таковая отсутствовала. Мы ошиблись с приглашением Марина. На 2 месяца выпал по причине травмы рассадки. Ну, и то психологическое давление, которое оказывалось на Атеменга, вообще его как бы не принял город, не знаю почему, квалифицированный игрок. Мы из-за этого его потеряли. Этот квалифицированный игрок сейчас будет играть на звезду БГУ, играет вернее. Вот у нас их просто не было, они отсутствовали. Поэтому без нападающих сейчас пригласили в линию атаки Коваля, пригласили Диму Иванова, пригласили Гигама Академяна. Поэтому есть Пасевич, у нас есть хотя бы в линии атаки какие-то делать передвижки. У нас в прошлом году это просто невозможно было.